У канферэнц-зале абласнога дыспансера спартыўнай медыцыны ў прамым сэнсе нараджаецца будучае айчыннага спартыўнага харчавання. У лютым мінулага года на бярозаўскім сыраробным камбінаце зрабілі першы крок у гэтым накірунку. Пачалі выпуск 3 прадуктаў для фітнесу і бодибілдынгу. Цяпер задача з дапамогай навуковых распрацовак лінейку значна пашырыць. Как только мы разовьем линейку, сделаем много видов продуктов в разных направлениях, высокообогащенные белками, это изоляты называются, обогащенные углеводами, это гейнеры. Как только мы сможем использовать комбинированные белки, то мы сможем выйти на рынки экспорта и довольно-таки успешно реализовать продукцию. Ідэю канцэрна «Брест Мяса Малпрам» вырабляць тое, што неабходна для перамог, падтрымалі і вучоныя, і спортсмены, і аблвыканкам. Почему-то бытует мнение у обывателя и в тренерском корпусе, что спортсмен должен обеспечиваться фармакологической поддержкой. Нужно говорить об адекватном питании спортсмена. И кроме расширения ассортимента, можно попробовать сделать специфические немножко продукты, более, грубо говоря, узко заточенные под определенные задачи. Допустим, для бегунов на длинные дистанции, для спринтеров и так далее. Вот в этом и будет, наверное, заключаться основная идея. Экспертами ў праекце будуць самі спортсмены, каму як не ім ведаць, што трэба для перамог. Распачаць вырашылі з легкоатлетаў. Почин Березовского сыродельного комбината, он правильный, потому что, насколько я знаю, в Республике Беларусь данным вопросом не занимается никто. Аналоги, которые они производят, импортные, и не всегда можно четко понять по той информации, которая расположена на упаковке, какое там содержание. Здесь же я вижу плюс в том, что это наше отечественное производство. И самое важное то, что можно проконсультироваться у тех же производителей, задать им вопросы, может быть, совместно еще и усовершенствовать их качество. Навуковую распрацоўку праекта і яго рэалізацыю канцэрн «Брест Мяса Малпрам» плануе за кошт уласных сродкаў і дапамогі абласнога інавацыйнага фонду. Упэўнены вынік варты інвестыцый, куды выгадней замест молочной сыравіны экспортаваць гатовыя прадукты з яе. Спортивное питание для нас как раз то, что может использовать все наши сухие продукты. Мы добавляем определенную стоимость, увеличиваем ту долю денег, которая в общем составе себестоимости останется здесь у нас. Кроме этого, мы активно заменяем импортные продукты питания, которые поступают к нам. Поэтому важно и полезно в целом для концерна и в разрезе каждого предприятия. Абласны выканкам ідэю канцэрна таксама падтрымаў. Дарэчы, гавораць, гатовыя падтрымаць і любога іншага, хто прапануе стварэнне інавацыйных прадуктаў. Выделить из инновационного фонда безвозвратно бюджетные средства для реализации этих проектов. В настоящее время завершен буквально 28 февраля первый этап конкурса на выделение средств из Национального фонда в 2019 году. Я думаю, где-то в апреле будет объявлен дополнительный конкурс на финансирование инновационных проектов из средств Национального фонда облсполкома. Пакуль удзельнікі праекта толькі на старце. Спачатку слова за вучонымі, каб прадукцыя мела поспех у распрацоўцы рэцэптур патрэбен строгі навуковы падыход.